Коронавирус в Абхазии наступает. Как не заболеть? Как остановить распространение? Возможности здравоохранения. Сознательность одних граждан и безответственность других. В этой связи к какой стратегии прибегнет правительство? Сегодня подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за сутки протестировано 237 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии перевалило за 500 человек. Пандемия разделила нашу жизнь на до и после, а коронавирус остается темой номер один в нашей стране и во всем мире. Наши медики практически круглые сутки самоотверженно занимаются спасением больных и получают бесценный опыт по борьбе с инфекцией. А от нас, граждан, требуется соблюдать лишь меры предосторожности. Таким образом, мы можем препятствовать распространению вируса. Коронавирус – иная реальность. Тема нашего сегодняшнего прямого эфира. В студию Абхазского телевидения для обсуждения этой важной темы мы пригласили министра здравоохранения Тамаза Цахнаки, врача Хирсину Гулия, которая в данное время работает в Гудаутской центральной районной больнице, главу города Сухум Беслана Эшба, начальника управления образования города Сухум Астанду Таркил, общественного деятеля Цизу Гумба. А также только перед началом нашего эфира нам стало известно, что наш сегодняшний гость, главный санитарный врач республики Скорик, не придет на нашу передачу из-за большого объема работы. Начинаем. Приступим к вопросам. Тамаз Мурманович, расскажите о ситуации с коронавирусом, с этой инфекцией в республике. И расскажите обстановку в Гудаутском госпитале. Всего ли там хватает медикаментов, там, не знаю, медперсонала и всех вот этих средств защиты индивидуальной. Какой процент загруженности? Да, и загруженность какая? На сегодняшний день у нас в республике за весь период развития эпидемического процесса зарегистрировано 610 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 610 случаев, причем за последний месяц мы отмечаем тенденцию к увеличению числа инфицированных. То есть идет непосредственно рост числа больных. Но с этим вопросом, конечно, мы выходили вот и в том числе на коллегии Министерства здравоохранения, которая состоялась недавно, и мы обсуждали этот вопрос. Связано, конечно, это с тем, что очень значительный объем миграционных процессов происходит сегодня в республике. В том числе вот и с развитием и туристического сезона, и так далее. У меня вопрос. Конечно, туристы нам завозят нет, коронавирус? Потому что я узнавала, среди туристов совсем небольшое количество заболевших коронавирусом. У нас официально зарегистрированных 7 случаев среди туристов, инфицированных вот именно коронавирусом. Но там были случаи, когда граждане температурили. Естественно, температура не всегда связана с коронавирусом. Сезонный аденовирус, там, ротавирусная инфекция и так далее. Конечно, здесь основной поток именно наших граждан, вот процесс, который осуществляют они в результате вот работы, связанных именно вот с развитием туристического сезона, наши граждане. Основные вот инфицированные — это именно наши граждане вот на сегодняшний день. В ковидном центре, в Гудаутском ковидном центре у нас на сегодняшний день 59 пациентов. 59 пациентов, из которых 6 тяжело больных, 12 это средне-тяжелые пациенты, которым проводится вся необходимая интенсивная терапия в том числе. А всего сколько мест, извините? В инфекционном отделении 40 койко-мест.
но и, соответственно, основной корпус тоже задействован. Ведь там есть отделение реанимации и другие подразделения в зависимости от тяжести состояния пациентов, они распределяются по этим отделениям. Им оказывается вся необходимая помощь, в том числе и интенсивная реанимация. Но для этого все необходимое есть. Препараты, врачи, в том числе доктора, которые прибыли к нам из Российской Федерации. 6 человек, из них 4 врача-реаниматолога сегодня несут службу в красной зоне, как мы говорим. И это наши доктора, безусловно, и реаниматологи, и врачи других специальностей, которые осуществляют работу в этом центре, средний персонал. Все для этого, чтобы проводить терапию, у нас есть на сегодняшний Лечение день. бесплатное, препараты бесплатные, Однозначно. питание, за питание. Медикаменты, терапия, питание, все за счет государства. Это обеспечено в полном объеме на сегодняшний день. Сколько тяжелых больных одновременно ваш персонал может лечить одновременно? Но у нас на сегодняшний день, как я сказал, 17 человек в отделении реанимации. 5 пациентов тяжелых и 12 пациентов среднетяжелых. Но они пребывают в отделении реанимации. Естественно, им оказывается интенсивная помощь врачами-реаниматологами. Ну, это потолок или еще могут? Ну, безусловно, они могут поступать, потому что количество инфицированных растет, а среди инфицированных могут быть и возрастные пациенты, в том числе с сопутствующей патологией. Ведь проблема в чем заключается? Когда человек инфицируется, и у него сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, другие проблемы, это отягощает их состояние. И все проблемы, осложнения, которые могут возникать, это в связи с сопутствующей патологией. Вот именно борьба с этими заболеваниями и происходит сегодня в условиях реанимации Гудаутской больницы. Тамаз Мурович, мне пациент рассказывал о том, как она была свидетелем, как один из реаниматологов вышел из реанимации, и настолько он был обессилен, что упал на парапет и долгое время находился в таком положении. Хирсина, на самом деле наши врачи в таком режиме работают? Работа реаниматолога заслуживает особого внимания, потому что они ежеминутно мониторят состояние тяжелого больного, который находится в реанимационном отделении. Таких больных нельзя ни на минуту оставлять без внимания, так как у них большая часть легких поражена и у них присутствует острая дыхательная недостаточность. Поэтому там особо тяжело работать в таких условиях. Других специальностей, врачей других специальностей хватает? На самом деле, осознавая все тяготы и сложности предстоящей работы, многие медики, к сожалению, отказываются идти работать в ковидный госпиталь. И поэтому у нас остро порой ощущается нехватка человеческого ресурса, потому что ежедневно увеличивается количество поступающих пациентов и нарастает нагрузка. Поэтому у нас в этом проблема существует. Небольшая, но и есть. После, когда медики... Может, я много вопросов задаю, Гарри, у тебя есть свои вопросы. Вот сейчас еще один вопрос. После того, как вы сдаете смену, потом уходите на двухнедельный карантин? Раньше было так, то сейчас сократили время карантина, потому что большой объем работы, и на самом деле мы там больше защищены, чем, допустим, в больнице обычно, потому что там идет серьезная защита, вплоть до того, что наши лица с целью безопасности, все щели обклеиваются скотчем, и приходится дышать этим токсичным запахом длительное время, и что затрудняет дыхание. То есть на самом деле в этом тоже присутствует. Ношение защитного комбинезона – это отдельное испытание для нас, медиков, к сожалению. ВОЗовские критерии, они изменились. Если раньше считалось, что доктор, который находится в красной зоне, работает,
и после его 7-дневной работы он должен уйти на 14-дневный карантин. Сейчас это снижено до уровня 7 суток. Это утвержденный протокол. Поэтому здесь, конечно, и сложности, связанные с работой в условиях средств индивидуальной защиты, комбинезоны, это очень тяжелые условия работы. Доктора справляются со своими профессиональными обязанностями, они лечат на высочайшем уровне. Но вот эти условия вот, в комбинезоне, в жаркую погоду, там, конечно, это очень сложно. Тамара Дмитриевна, а существует статистика, сколько вообще у нас врачей в Абхазии и сколько человек работают в Гудаутском госпитале? Ну, у нас вот за месяц в работе в Гудаутском ковидном центре задействовано 178-180 человек. Это врачи, средний персонал, младший персонал, прочий персонал. Вот в среднем это 178 человек. Как правило, это бригады, которые формируются из числа сотрудников районных больниц, республиканской больницы, Сухумской городской больницы, всех наших учреждений. И в соответствии с утвержденным графиком осуществляют работу в этом центре. Конечно, в связи с тем, что увеличилось количество пациентов, и в частности вот больных, которые нуждаются в интенсивной терапии, вот здесь большая проблема в чем заключается? Вот именно в младшем медицинском персонале. Она всегда у нас была, к сожалению. Санитарки, вот, нянечки, которые занимаются пациентами, да, вот в этом отношении проблема. И мы, кстати говоря, обращались к общественности с просьбой привлечь волонтеров к работе в ковидном центре, в том числе и в рамках младшего медицинского персонала, прочего персонала, который обязательно там нужен. Ну и за весь период только один человек к нам обратился и приступил к работе. Ну вот сейчас городская Сухумская больница находится на карантине, Да. а где медперсонал? Они могли бы помочь в этом госпитале? Совершенно однозначно они и помогают. На сегодняшний день в Гудаутской больнице бригада Сухумской городской клинической больницы. На следующей неделе также поедет бригада Сухумской городской клинической больницы. Они активно задействованы в работе в ковидном центре, а также в работе кабинета по забору биоматериала. Они задействованы в работе выездных бригад по забору анализов крови и биоматериала тех наших пациентов, которые находятся на самоизоляции в условиях у себя дома. То есть там они активно задействованы в этой работе, поэтому, конечно, им огромное спасибо. Вот пациенты благодарили из Ткварчельской больницы Кобалия, фамилия, я имя, к сожалению, не знаю, реаниматолог, и просили Рене. поблагодарить его прямо Да. в прямом эфире за его Врач-реаниматолог. вот, на самом деле, самоотверженность. Расскажите, вот кто у вас на смене? Вот фамилии назовите, имена, мы хотим знать, кто наши герои. Из старшего медперсонала это заведующий инфекционным отделением, это Отербан Гилина Тенгизовна, которая последние несколько месяцев беспрерывно находится и работает в Гудаутском госпитале, контролирует все. В нашей бригаде был Кобали Ринель с Ткварчельской ЦРБ и Давид Смыр, уролог из республиканской больницы. И с нами были медсестры из Гагринской ЦРБ, очень добросовестно работали, выносливые, выполняли свою работу как положено, то есть достойно все это прошли по несколько часов, беспрерывно в костюмах работали, в тяжелых условиях. И, кстати, нам очень было приятно, что пациенты с благодарностью к нам относились, понимали, старались даже поддерживать. И, значит, мы не зря старались там всем, поэтому Я очень хотел бы приятно. еще добавить Мадина Дасаня, врач-реаниматолог, которая в течение 20 суток не выходила из красной зоны.
врач-реаниматолог. Да, Мадина А Дасанян. Эфесина Гули, она сама трижды заступала, да, на смену, или как это называется, вот это нам известно, кстати. Вот такая с виду хрупкая, но Отважная мы девушка. знаем о вашей работе, ваши пациенты об этом рассказывают. Спасибо вам. Дадим им отдохнуть, может быть. Перейдем Может уже быть, да. к городу. Задаешь вопрос? Ну, вот в городе какая обстановка и вот насколько там требуется ли там применение ограничительных мер, там каких-то масочных режимов или это Кстати, самое большое количество заболевших именно в столице. И с чем это связано? населения много, да, вот за это Сейчас я попробую объяснить. я уже отвечаю. Что касается данных по республике, коллега Тамас Мурманович уже их озвучил, эти цифры, да. Ну, по городу Сухум, учитывая, что у нас сегодня руководитель санэпидемстанции Беляева Алла Ивановна находится на карантине, на самоизоляции, потому что она постоянно в контакте, и, ну, вроде бы к вечеру нам стало известно, что у нее отрицательный, значит, да, анализ, поэтому, ну, на днях еще немножко подождем паузу, она выйдет на работу, и она постоянно находится в эфире, если замечаете, дает постоянные данные, те мероприятия, которые проводятся по городу. Ситуация следующая по, значит, заболевшим. Их у нас по городу на сегодняшний день 210 человек. Вот, на самоизоляции находится 150 человек. Это в основном члены семьи тех, которые заболели. Но у них нет подтверждения, но они находятся на самоизоляции. Вот. Ну и 6 летальных исходов, которые вы знаете, это тоже, значит, граждане города Сухум. Те, которые, к великому сожалению, значит, умерли. Вот. Ну, как известно, значит, в свое время координационным штабом были предприняты меры по ограничению, значит, передвижения, там были введены специальные меры по, значит, местам скопления, там, магазинам, туда же попадали аптеки, рестораны, кафе и так далее. Вот. Общественный транспорт работал по специальному графику, значит, все эти меры сегодня отменены, да. Вот. Ну, с учетом того, что у нас сама ситуация осложняется, мы не прекратили дезинфекцию, значит, общественного транспорта, автобусов, троллейбусов. Значит, дезинфекция проводится на центральном рынке, на вещевом рынке. Вот, в тех местах, где у нас, как у администрации, как говорится, есть влияние, там мы поддерживаем этот режим. Ну и также выработаны нами определенные рекомендации. Наверное, все-таки будем просить принять на ближайшем координационном штабе снова, значит, часть ограничений. Это по кафе, по ресторанам, значит, и по другим учреждениям, где люди, значит, массовые скопления могут быть. Сейчас это не касается культурных мероприятий, их можно проводить по-разному, не организовывать массовое скопление и под контролем держать, значит, там, условно дистанцию, да, чтобы никого не заразить или самому не заболеть. Вот. Поэтому здесь тоже есть определенная грань, понимаете. Дело в том, что ограничив там в определенный период перемещения, активность населения, предпринимательскую активность, у нас идет спад уровня жизни. Понимаете? И люди, если могли зарабатывать одни деньги, то они сегодня зарабатывают или возобновляют свой бизнес по новой. То есть они понесли определенные потери. Поэтому мы это ощущаем, допустим, на налоговых платежах, которые поступают в республиканский бюджет, городские бюджеты. Ну и сами мониторим ситуацию силами администрации, которые там есть у нас, департамент экономического, значит, развития и так далее. Да, мы видим, что активность спала. Ну и тоже понимаем, почему. Не потому, что мы стали меньше есть, пить и так далее. Потому что покупательская способность упала, что у людей денег стало меньше. И если подводить весь этот разговор к тому, что нужно вводить серьезные ограничения, да, то активность еще больше упадет. И значит, падают доходы населения. Значит, мы с вами начинаем еще, как говорится, катиться вниз. Поэтому вон ту грань определенную, которую надо выбрать правительству, руководству, администрациям, она очень тонкая. То есть, с одной стороны, сохранить население, вводить максимально безболезненно для общей массы движения людей, активности, вводить, значит, ограничения.
и в тот же момент не допускать массового роста заболевания. То есть это такая немножко тонкая грань, которая, да, конечно, если мы получим ситуацию максимально ухудшающуюся, но только на эти вопросы могут ответить медики, эпидемиологи, вот, и только тогда можно сказать, что стоп, все, останавливаем все и вся, закрываем границы и так далее. Но пока, как говорят эксперты, ситуация под контролем. Если говорить об учебных учреждениях наших, это сейчас главное событие, да, которое обсуждается в социальных сетях и вообще, наверное, так и должно быть, потому что дети, это мы все понимаем, главное, наверное, в жизни, что есть любого человека. Поэтому я бы хотел, чтобы вы предоставили слово Астане Дизору. Если ко мне будут потом Да, вопросы, конечно, еще зададите. мы обязательно Да. спросим. Но что касается школ, детских садов, цифры, они у меня тоже есть, но я думаю, со слова Астане Дизору это будет Прежде чем, больше. Да. Ну и ко мне, если есть вопросы, хочется еще давайте еще. как-то вот о этих мерах, которые ну, могут предприниматься, да, вот в самом начале эпидемии, ну, может, были импульсивные, да, действия, то есть попытались синхронно наши власти ввести те же меры, что и в России, например. Вот. Хотя, как потом уже, ну, понятно нам стало, самой инфекции у нас внутри не было, да, вот тогда, наверное, Не было это уже необходимости. задним числом, наверное, легко уже на это смотреть, то есть, может быть, и не было такой необходимости. Там основное, наверное, было вот контролировать въезжающих, их карантин. Вот это было, наверное, на тот момент самым важным, но это где-то, может, и надломило экономику тоже. Она и так, после у нас всяких выборов, перевыборов, она и так была уже немножечко потрепана. Это был уже для нее такой последний удар, наверное, который мы сегодня ощущаем, к сожалению. Поэтому впредь, может быть, да, вот не торопиться, как вы сказали, эту грань не переходить. Смотрите, я хотел бы здесь высказать одну мысль. Смотрите, значит, границы закрытые, мы находимся все на карантине, и у нас нет эпидемии. Границу открыли, эпидемия появилась. Казалось бы так, но есть существенный нюанс, что до открытия границы у нас стала эпидемия набирать обороты. Это тоже не надо сваливать на то, что мы там открыли границы. Вот я просто вот пытаюсь вот эту истину донести до нас, до всех и до телезрителей в том момент, числе. это внутренняя такая Вот, ситуация. смотрите, ну, и если мы отслеживали все вместе ситуацию, откуда у нас оно пошло, мы знаем, что наши граждане выехали, у которых те процедуры медицинские, которые здесь получить невозможно, обратились в Российскую Федерацию, там кто-то в Краснодар, кто-то в Ростов, кто-то в Москву, и в процессе передвижения даже, вот первый больной, я насколько помню, он и когда поступил, допустим, в Краснодарскую больницу, он там сдал анализы, не было у него COVID-19. Когда его выписали, тоже сдал анализы, тоже же не было. И вот в процессе, значит, перемещения где-то он, значит, эту заразу, значит, заразился. Вот. Поэтому тут, видите, сама жизнь вынуждает человека перемещаться по разным причинам. Поэтому тут просто ограничительные меры по закрытию границы, да, они в какой-то момент сработали и сработали с пользой. И я тоже считаю, что своевременно была и граница открыта, и все. Теперь надо держать очень аккуратно этот баланс и как бы поддерживать ситуацию для того, чтобы не допускать развития событий по негативному сценарию. По школам. Уже есть заболевшие в школах, и какие вы будете предпринимать шаги, и даже и сейчас, что происходит в наших школах, насколько введены какие-то ограничительные меры, социальную дистанцию соблюдают. Расскажите об этом. Ну, то есть на начало учебного года, до начала учебного года у нас в июне месяце первый блок – это дошкольные учреждения. То есть не доходя до школы, значит, в июне месяце у нас во всех дошкольных учреждениях направились наши дети. 13 дошкольных учреждений, около 1600 детей посещают наши дошкольные учреждения на 71 группу. В этих садах на сегодняшний день не совсем как бы соответствует нормам, но и тем не менее мы, медработники, тщательно проверяя режим работы дошкольных учреждений, мы получаем неплохие результаты. То есть родители не заходят в наши дошкольные учреждения. Утром медработники измеряют температуру, запускают детей, и в основном дети контактируют только с работниками дошкольного учреждения. Исходя из этого,
То есть в этой сфере у нас картина получше. На начало учебного года то есть если мы переходим в общеобразовательные школы, то по городу Сухум 8500 учащихся пришли к нам на 1 сентября и 840 педагогов. Каждый день мы тоже мониторим, видим, какая ситуация. Если говорить по педагогам, то у нас на самоизоляции на сегодняшний день 20 учителей, заболевших 10 по городу Сухум. И плюс, значит, у нас около 60 деток, которые находятся на самоизоляции. Если в классе у нас обнаружился ребенок, который заболел, то весь класс уходит на самоизоляцию на 2 недели. В этом направлении у нас очень хорошо работает служба СЭС. Алла Беляева непосредственно контактирует с нашими руководителями и медработниками. Во всех школах у нас есть медицинские работники, которые утром создали, обеспечили утренний фильтр. Это значит измерение температуры и антисептиком обрабатывают руки. Влажная уборка – это каждый день. Техперсонал работает у нас усиленно во всех школах. И самое главное, что наши педагоги, которые вот у нас 840 педагогов по школам города Сухум, настолько поддерживают друг друга, заменяют уроки так, чтобы наши детки гуляли, такого тоже нет. Режим работы в школах тоже у нас изменилась по рекомендациям. Первая, значит, нагрузка учебная, она у нас намного сокращена. Исходя из этого, значит, если начальное звено, то у нас уроки по 30 минут первой классы, а со 2 по 11 получается по 35 минут. Увеличилась перемена, то есть это 10, большая перемена 20 минут, для того, чтобы в промежутке провести влажные уборки. Расписание уроков у нас скользящее, то есть если учебный год не похож на все остальные года, связано с тем, что у нас то есть вот рекомендации, да, то есть получается, что расписание утверждается только на 10 дней уроков. Исходя из этого, наши дети работают скользящим расписанием. Это главное, потому что учителям тяжело, допустим, проводить 6 уроков, потом заниматься факультативом, заниматься дополнительными занятиями. То есть поэтому мы укрупнили все занятия, таким образом немножко оптимизировали рабочую нагрузку. То есть в неделю получается, что 30 часов, то, что мы можем охватить в общеобразовательных школах. Родители тоже это видят, слышат, и они, кстати, поддерживают. Первое время было тяжело, потому что непривычно, когда мы говорим родителям не заходить в школу. Но сегодня уже это понимаю, родители не рвутся, утром оставляют ребенка, измеряют температуру, завели в класс. А взрослые педагоги, то есть они то ли в домашних условиях, и если есть окошечко, она идет на 2-й урок, то мы меряем температуру в школе. Самое главное, то есть масочный режим, это не распространено для детей, но для педагогов это распространено. Единственное, может педагог снять маску при объяснении урока у доски. То есть, если она проходит по рядам, по классу и так далее, это обязательно, то есть педагог должен носить маску. Первое время было тоже тяжело, но сейчас уже учителя это понимают, потому что у нас уже был пример. Мы знаем, что вот если мы все школы вышли 1 сентября, в средней школе номер 6 на карантине была вся школа, и школа сама вышла с 7-го, то есть для них 2 недели карантина, и для них это праздник оказался 7 сентября. То есть уже педагоги знали, имели опыт на практике, что у нас руководитель заболел, но для информации у нас руководители, которые заболели, никто никуда не выезжал, все они находились в Гудаутской больнице. Благодарим действительно наших врачей, сами вот мы на контакте, связываясь, получали информацию, насколько наши медики относятся к нашим больным. Исходя из этого, педагоги, в основном те, которые болели, теперь уже в домашних условиях долечиваются. Вот. Теперь, сегодня, значит, если говорить о том, что как мы дальше двигаемся, мы не считаем, что школа – это вот там, где коронавирус.
все рекомендации, предписания очень мы как бы придерживаемся. Единственное, да, что если у нас в классе выявился, то у нас класс уходит на карантин, но не вся школа. В каких-то школах мы по рекомендациям Минздрава и по рекомендации СС мы могли это выполнить, потому что это малочисленные школы. Вот те рекомендации, предписания, которые у нас были, где возможно было перейти на 2 смены, 3 смены, это, конечно, мы осуществили. Но в каких-то школах это не получается в связи с большим контингентом учащихся. По первым классам в этом году эти ограничения, конечно, мы смогли освоить, потому что мы по нормам укомплектовали классы, то есть это норма до 24 детей, поэтому 868 учащихся первых классов находятся в наших общеобразовательных школах. Я вам дам еще слово попозже. Все время, вот с начала нашего эфира я хотела задать этот вопрос. Если последствия будут, если закрыть рестораны, ввести ограничительные жесткие меры, что нам мешает не делать многочисленные свадьбы, похороны, не целоваться при встрече? Циза, я хотела услышать ваше мнение. Неужели настолько сложно отказаться от этой привычки, ну хотя бы на время? Ну, я как поняла, что вы меня пригласили, что я отношусь к группе возрастного риска, и на своем примере я могу, ну, что мне, я изначально ко всему этому относилась, и к этому вирусу в частности, ну, особенно не верила во все это. Но жизнь показывает, мир в таком состоянии, все меняется, люди болеют на самом деле. И, конечно же, надо какие-то предосторожности, какие-то меры, которые бы способствовали уменьшению числа заболевающих. Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы сейчас у государства не будет никакой возможности, и у наших медиков, понимаете, каждый должен быть ответственен за себя и за свою семью. И сегодня говорить о том, что государство не выполнило это, не сделало, да, не сделало, потому что не может. Нет возможности, нет финансовых возможностей, нет достаточно медперсонала. Очень много нет. Но мы как одна большая, когда горе, когда какая-то вот такие тяжелые времена, обычно люди очень начинают сплоченно и подходить к этим вопросам очень осознанно. И поэтому в этом случае тоже надо, мне кажется, что каждый на своем месте, каждый в своей семье должен с осторожностью относиться ко всему, что происходит. Мир, конечно, меняется. Мы не можем закрыть границу. Мы не можем все остановить, потому что все знают, в каком состоянии находится наша экономика. И у людей нет другой возможности. Может быть, это лето, осень как-то смогут какое-то количество наших сограждан что-то заработать, заплатить налоги, обеспечить свои семьи. Только так, иначе ничего не получится. Не может сегодня государство оплачивать, если всех посадить, вот все уйдут с работы, оплачивать. Это же всем ясно. Не потому, что это хорошее государство, плохое правительство или хорошее, а просто такая ситуация. И к этому надо относиться очень, ну, на мой взгляд, терпимо, с пониманием, и каждый должен нести ответственность. Циза Кязымовна, мы вас пригласили не потому, что вы в группе риска, или как вы выразились, по пожилому возрасту. Мы вас пригласили, потому что вы большой патриот, вы очень болеете за свой народ, вы неравнодушны, и поэтому хотели услышать ваше мнение по этому поводу. Да, конечно. То, что было вами сказано, о том, что, как вы считаете насчет свадьбы, там, ну и так далее, да, торжеств. Безусловно, нас ожидает период свадьб впереди. Да, обычно у нас активность октябрь, ноябрь, декабрь. И я думаю, что и в этой студии все присутствующие, все вместе можем обратиться к нашему населению, действительно воздержаться.
Потому что нельзя сравнивать свадьбу с посещением ресторана. Потому что, я вам скажу почему. Потому что в ресторанах нам удалось, в кафе и в ресторанах, помните, когда были введены ограничения, была схема рассадки, расстояние до 2-2,5 метров друг от друга, значит, столы и так далее. Да, там, значит, обслуживающий персонал ходил в перчатках, они постоянно работали дезинфицирующими средствами. Да? Но на свадьбе этого не сделать. И когда мы разрешили работать кафе и ресторанам, в принципе, у нас не было вспышки нигде. Такое состояние дела у нас было почти 1,5 месяца с вами. При том, что люди посещали, вот скажем, кафе и рестораны. Поэтому сейчас, еще раз, вот особенно в продолжении того, что вами было сказано, действительно, если есть такая возможность, надо отложить это. От этого жизнь не изменится, если мы перенесем свадьбы. Ну, если горе случилось в семье, тоже, я не знаю, ограничиться в днях, наверное, когда у нас покоятся люди, и посещение тоже. Можно сегодня много средств, и связи есть, и все, посочувствовать можно и по-разному. Вот эти вещи, где массовое скопление, я еще раз говорю, здесь тоже надо отделить культурные мероприятия. Допустим, мы в свое время не провели День города. Не потому, что нам город мы не любим, или потому, что мы понимаем, что какую бы там игрушку или картинку мы не создали на тот момент, все равно люди собрались бы, и могло быть дальше тоже какое-то развитие событий нехорошее. От массовых мероприятий действительно надо отходить, потому что впереди у нас осень. Осень у нас непростая, ветреная, холодная, пронизывающая, потом зима. Извините, вот здесь вот министр здравоохранения стоит, он скажет, какие цифры может сказать и в прошлом году, позапрошлом году, какие были по заболеваемости ОРЗ или ОРВИ. Да, потом, что мы получаем? Я просто немножко забегу вперед. Когда наложится на это заболевание сверху заболевание ковид, тогда мы будем иметь сложную проблему. Это уже не сердечные больные и не сахарный диабет. Вот, поэтому и в этот сезон попадают у нас свадьбы. Вот, об этом хотел Вот все, сказать. что вы говорите, хочется еще вот как-то дополнить. Ну, Да. по свадьбам понятно, свадьбы, они настолько такой масштаб у нас приобретают осенью, что они даже, по-моему, в экономике какую-то роль играют, Да. положительную. Но свадьбы — это, наверное, самый такой рассадник вот эпидемии. То есть человек идет на свадьбу, там заразился, приходит домой, там, где пожилые, может, люди. И, ну, действительно, это наиболее, наверное, Нет, вот опасные собрания, да, людей. Я вот хочу сказать, что среди людей, да, бытует такое мнение. Вот как власть решит, вот запретят, значит, мы не будем вы знаете, справлять. сейчас запрещено, Понимаете, но это некоторые неправильный проводят подход. вот Это в данный неправильный момент. подход. Власть может запретить, но это, знаете, это очень странно. Всегда найдутся недовольные. Поэтому каждый человек сегодня, каждая фамилия, каждый, похороны, понятно, но на похороны тоже можно прийти, поклониться, посочувствовать и уйти, а не устраивать там застолье и то же самое свадьбы. Эти свадьбы, если уже назначено, то надо делать таким небольшим кругом людей. Ради бога, у нас в Абхазии вообще раньше, совсем недавно было так, женились, Старым а свадьбу традициям, да. справляли и через год. Ничего страшного в этом нет. Но я ощущаю то, что люди хотят, есть категория людей, которые хотят, чтобы это на уровне правительства, на уровне первых лиц страны запретительные какие-то меры принять. Но все время это невозможно. Светлана Так. Казимовна, вот в данное время, в принципе, проведение свадеб запрещено, но я видел вот буквально недавно там одну свадьбу, другую свадьбу, то есть, ну, если не наказывают, то проведут, безусловно. Вот. Возвращаясь еще, вот вы начали о том, что вот в прошлый период осенний у нас было много больных, и я, насколько помню, там основные диагнозы были острый бронхит, пневмония, ну, грипп, само собой. Вот, кстати, там конец осени, ну, конец года и начало года, да, вот это вот было. Осенне-зимний период. Вот. А есть ли какие-то Это цифры, всегда вот сколько было тяжелобольных вот на тот период по этим болезням? И были ли еще вот умершие от этих болезней? Вы знаете, вот, к счастью, на сегодняшний день существуют эффективные вакцины против гриппа. И мы ежегодно
в определенный период, это вот, как правило, осенне-зимний период, производим вот такую кампанию по вакцинации против гриппа. Там трехвалентные вакцины, четырехвалентные вакцины, то есть разные формы гриппа, которые могут быть в тот или иной сезон. И в этом году, кстати, прогнозируется 3 штамма вируса. И мы уже осуществили соответствующий заказ на приобретение этих вакцин и будем их приобретать и осуществлять вакцинацию, прежде всего, декретированных групп населения. И в прошлом году, вот прошлый сезон, так скажем, это дало нам что? Грипп А и Б, который был вот в сезоне, практически не был диагностирован у нас в Абхазии. То есть вакцинация эффективна. И за весь период в республиканской больнице только 2 пациента скончались, к великому сожалению, от осложнений в результате гриппа и острой респираторной вирусной инфекции. Поэтому, конечно, тяжелые больные, они всегда присутствуют, тем более, когда это касается возрастных пациентов, сопутствующей патологии. Это неизбежно. Но вакцинация против гриппа, она эффективна. Я призываю всех граждан, тем более в эпоху коронавирусной инфекции, распространения ее, это задача номер 1. Это даст нам возможность максимально обезопасить наше население, и детское, и взрослое, и в том числе и в плане развития возможных тяжелых осложнений. Вот про грипп вы сказали, а вот про пневмонию там были тяжелые случаи, например? Тоже Ну, в вот тот же пациенты, период? о которых я говорил, они, собственно говоря, скончались от пневмонии. В продолжении этой темы многие наши граждане говорят, что вот такие же симптомы они испытывали в начале года, январь-февраль, что многие себя убеждают, что уже переболели этим коронавирусом. Вот недавно уже начали проводить тестирование на антитела. Есть какие-то результаты, Да. либо пока рано говорить? Вот я хочу сказать, что ретроспективно были обследованы эти пациенты. Кстати, тогда, когда они находились на лечении в республиканской больнице, всем им проводилась компьютерная томография органов грудной клетки, в частности легких. И там не было признаков ассоциированной коронавирусной пневмонии, как ее называют. И антитела не были выявлены у этой категории пациентов, которые свидетельствовали бы о том, что они перенесли коронавирусную инфекцию. Там были другие острые респираторные вирусные инфекции, это аденовирусная инфекция, тот же грипп А и другие заболевания. Поэтому ретроспективно, еще раз повторяю, было установлено, что вот на тот период не было коронавируса. Он у нас начался вот буквально с конца марта текущего года. А вот раз про антитела, еще раз вот в дополнение. А сегодня известно, вот сколько они вот сохраняются у человека, эти антитела, какой период? Ну, у всех по-разному, и, к сожалению, после того, как человек перенес коронавирус, у него нестойкий иммунитет. Он может заболеть дважды, трижды и так далее. И у нас в республике есть такие пациенты, которые уже дважды переболели. То есть это уже инфекцией. Какое спасение. количество их? Ну, их небольшое количество, их 3 человека. Ну, то есть Но, раз тем не переболел, менее, это не спасение? Однозначно. Абсолютно. Однозначно. А если у человека обычный грипп, тест может показать коронавирус? Какая-нибудь путаница может произойти? Нет, там есть непосредственно тесты, которые выявляют грипп А или грипп Б. Ну, там разные штаммы, соответственно. Когда у нас есть определенный алгоритм диагностики больных с острой респираторной вирусной инфекцией, высокотемпературящих больных с внебольничной пневмонией, которые поступают в наши стационары, им проводят эти тесты. Если они отрицательные, тогда мы уже в плане дифференциальной диагностики думаем о том, что возможно это коронавирус или это какое-то иное заболевание. То есть тесты на грипп А и Б,
они однозначно говорят о том, что это вот именно больные гриппом А и Б. Ну, по этой теме Да. еще. Да, да. Ну, то есть получается, что вот люди прививаются, поэтому сегодня, вот в этот период, ну, вот нету гриппа, да, вот, или его просто Ну, вообще сезон нету. только начинается, и вот Ну, мы... весной, вот зимой это... Да, ну вот Не было вроде осенне-зимний его. период. Мы как раз-таки вот к концу сентября, в начале октября планируем начать кампанию по вакцинации против гриппа. Ну, вот все спрашивают почему-то вот с марта месяца, вот никто вроде вот из наших знакомых, друзей, ну, практически, наверное, не болел гриппом, там, ОРЗ, может быть, да, вот, куда он подевался, неужели столько людей прививалось, делали прививки? Ну, вы знаете, как правило, прививается определенная группа лиц. Риска, да. Да, это вот мы их называем декретированные категории. То есть те же медицинские работники, сотрудники школ, образовательных учреждений, других государственных учреждений. Там, где есть большая, как говорится, скученность населения и большие контакты между людьми. Для того, чтобы создать иммунную прослойку. Вот так называемую иммунную прослойку, когда уже вероятность передачи вируса, в том числе воздушно-капельным путем, она снижается ввиду того, что есть вот привитые люди, понимаете? Это сколько вакцин в год человеку надо делать от того гриппа, от этого? Ну, это делается однократно, как правило, в осенне-зимний период, когда сезон гриппа и острых Нам уже еще от респира- коронавируса сейчас надо будет делать. Ну, от коронавируса еще только третий этап испытания, клинических испытаний. Там вопрос еще не завершен. Общественность подготовила петицию, и идет спор подписей за введение ограничительных мер. Я хотела услышать ваше мнение по этому поводу. Вот те меры, те вот предложения, которые были озвучены, они, собственно говоря, присутствовали и ранее в указах, распоряжениях президента и исполняющего обязанности президента ранее. Вот. Поэтому мы считаем, что ряд мер необходимо ввести. Вот когда Министерство здравоохранения рекомендует не посещать массовые мероприятия, носить средства индивидуальной защиты, значит, обрабатывать руки, в том числе дезрастворами, ну и так далее, и так далее. Мы говорим о том, что, и, кстати говоря, эти меры никогда не отменялись, даже тогда, когда все ограничения были сняты вот, в рамках работы координационного штаба. Поэтому нам говорят, а где указ? Ну, врач, как правило, дает рекомендации, что необходимо делать. Мы рекомендуем, эти меры надо применять для того, чтобы снизить риск инфицирования. Поэтому мы, конечно, и в рамках оперативного штаба, и в рамках координационного штаба будем предлагать вот эти меры для того, чтобы закрепить их вот именно указом, распоряжением нашего президента. Мы будем предлагать принять эти меры. Еще у меня такой вопрос. Многие в последнее время жалуются, что долго ждут ответы результатов теста. С чем это связано? Да, такое имеет место быть. Связано это с большим количеством исследований, с большим количеством анализов, которые на сегодняшний день проводятся. Это более 200 постановок в сутки. Соответственно, там много контактных лиц, анализы берут в течение 3 суток. У нас 2 смены сегодня в бак-лаборатории работает. Поэтому, когда осуществляется забор биоматериалов, в те же сутки и на вторые сутки получить ответ практически невозможно. Как правило, это 3-4 суток. Бывают технические погрешности, неправильный забор биоматериала и другие вопросы. То есть, ну, здесь и человеческий фактор, конечно, присутствует. Поэтому стоит вопрос о том, чтобы усилить эту службу бактериологической лаборатории и дополнительно других лабораторий, которые у нас сегодня работают, чтобы они приступили вот к проведению ПЦР-исследований в том числе. А в какие сроки это будет сделано?
анализ осуществляется в течение вот 7 часов. Нет, я имею в виду подготовить другие лаборатории. Другие лаборатории на сегодняшний день уже осуществляют, во всяком случае, иммуноферментный анализ. Но у них есть и ПЦР оборудование, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы решим и этот вопрос. Для того, чтобы не было вот таких больших задержек. Да. Многие граждане благодарят Аллу Ивановну Беляеву, что она все время на связи, в любое время суток готова ответить на вопросы и проявляет чуткость. Я не могу не передать пожелания пациентов. Благодарят ее. И продолжая тему по поводу маршрутизации. Если у человека обнаружили, либо себя он чувствует плохо, он может по своему желанию позвонить, и его могут повезти в Гудаутскую центральную больницу, или есть какой-то алгоритм, как это происходит? Если пациент положительный, то есть диагноз установлен, ему сообщают об этом, его берут на учет в соответствующей поликлинике, где он прикреплен, участковой поликлинике. Его консультируют, ему дают соответствующие рекомендации, что он должен предпринимать, какие препараты принимать и так далее. И в течение нескольких дней он подлежит контролю. Если у него высокая температура гектическая, 39, например, она ничем не купируется, его состояние ухудшается, этот пациент подлежит госпитализации. Если у пациента нет симптомов, соответственно, он продолжает самоизоляцию и выполняет те рекомендации, которые ему дали, соответственно, его участковый врач или тот доктор, который его контролирует. Если необходимость его госпитализировать, соответственно, служба скорой помощи в каждом городе у нас создана соответствующая бригада, которая осуществляет его транспортировку в Гудаутский ковидный центр, где проводится дальнейшее его обследование, лечение там, и все необходимые лечебные мероприятия. Те пациенты, которые находятся на самоизоляции амбулаторно, также должны быть обследованы, они обследуются. То есть в определенный период, в определенные сроки к ним приезжают, забирают кровь на анализы, мониторируют их состояние. Бывают, конечно, какие-то пробелы. Вот знаете, они с чем связаны? Вот бак-лаборатория проводит анализы определенное количество людей. Ведь они регистрируются по факту вот паспортной прописки своей. И, соответственно, лаборатория информирует региональные службы, санитарно-эпидемиологические службы. Но у нас ситуация какая? Гражданин может, значит, быть прописан, скажем, в Ачамчире, а де-факто проживать в городе Сухум или в Гагаре. И поэтому вот здесь вот, то есть он не прикреплен к какой-то конкретной участковой поликлиники по месту жительства. Вот здесь иногда возникают проблемы. Кто его должен контролировать? Понимаете, когда участковый врач звонит тем пациентам, которые у него на участке состоят. Вот здесь определенный вопрос. Но и тут мы пытаемся как-то решить эту проблему. Но самое главное, что все доктора, в том числе амбулаторного звена, осуществляют монитор, в частности по городу Сухум однозначно, и по другим нашим городам и районам. Мониторинг всех пациентов. Вот по поводу села Лабра. Во многих странах, когда обнаруживали вспышку коронавирусной инфекции, они закрывали эти села. Из-за того, что Лабра была изолирована, очень много было обсуждений и негативных высказываний, в том числе и в адрес врачей. Какая сейчас там ситуация? И вы знаете, дайте правильную оценку. Было время, когда мы в городе Гагра ввели комендантский час, из-за того, что 3 пациентов было выявлено инфицированных, и мы целый дом закрыли. И приняли соответствующие меры, обеспечили их лекарствами, питанием и так далее.
Это дало свои результаты. То же самое в селе Лабра. На 290 человек населения, значит, там было 17 случаев коронавирусной инфекции, в том числе один летальный. И были еще другие, значит, граждане этого села, которых туда привезли, к сожалению, после летального случая в России. Поэтому были приняты такие меры во благо этого населения, которое там проживает, потому что у них были очень тесные контакты. Тот пациент, который скончался, в течение 14 дней они находились, как говорится, в селе, и были очень тесные контакты. И для того, чтобы минимизировать риски, были приняты такие решения. Ведь им было рекомендовано всего лишь 14-дневная самоизоляция на дому, при условии, что они будут обеспечены полным медицинским контролем, что и было сделано, кстати говоря, обеспечены медикаментами, питанием там, и так далее, и так далее. На сегодняшний день ситуация там стабильная, карантин снят, никаких проблем нет. Беслан Федорович, у вас в городе столько заболевших, вы можете в городе такое можете закрыть город, ну там один, а здесь много. Ну это я так. Знаете, у нас в городе достаточно высококвалифицированные медики, очень ответственные. Вот сейчас, когда говорили про маршрутизацию, у нас по городу работают 4 бригады. Да, отдельно, которые ездят, забирают пробы, значит, на COVID-19 ездят, отдельно, которые забирают анализ крови, отдельная бригада, которая возит больных, которые сами не могут добраться, сдать, отдельная бригада, которая ездит на то, чтобы сделать таким вот, которые сами не могут себя повести, допустим, сделать им рентген. Вот 4 бригады работают по городу. И еще бригада, которая ездит в Гудауту, когда возят больных. Знаете, нагрузки серьезные. Алла Ивановна, которую вы здесь упомянули, это руководитель нашего подразделения. Высокий профессионал и с очень высокой долей ответственности. Она относится ко всему. Поэтому, когда имеешь в арсенале таких работников, мы осмеливаемся пока держать ситуацию вот так по контролям. Конечно, вот продолжение того, что сказал Томас Муромович, мы тоже со своей стороны будем рекомендовать те меры, которые были ранее предприняты для кафе и ресторанов и магазинов. Вот на ближайшем, я думаю, координационном совете мы уже там промежуточно докладывали премьер-министру. Вот, и будем эти рекомендации вновь представлять для того, чтобы их вводить. Но я, как бы по городу можно принимать какие-то решения, но потом каждый раз кто-то начинает кого-то с кем-то сравнивать, понимаете? Для таких вещей, точечных решений отдельных руководителей на местах я такие вещи не приветствую. Лучше потерпеть, а потом принять самое выверенное и правильное решение. Ну и тем более, если население нас будет поддерживать, для того, чтобы самим не создавать массовые скопления. Я вот просто сравнил село и город, там по количеству больных, там в городе гораздо больше, но это Да. я, конечно, не, ну как, такая реплика. Да. Я хотела, чтобы мы еще услышали Херсину. Да, Херсина Херсоновна. Вот. Кстати, вот нас интересует еще один аспект вот этих больных, которые находятся у вас в госпитале, это их психологическое состояние. Если у вас там психолог, например, потому что вот даже не заболевшие люди, им страшно уже столько вот нагнетания на тему этой болезни. Как себя чувствуют, как себя ощущают в психологическом плане больные коронавирусом, и требуется ли им помощь в этом отношении? На самом деле эти пациенты, которые находятся в Гудаутском госпитале, тяжело переносят нахождение там, и не все справляются с этим, поэтому приходится нам дополнительно назначать препараты, которые действуют на нервную систему, обладают успокоительным действием. И пока помощи не приходилось прибегать к помощи психолога, пока обходимся без этого. Но, конечно, пациентам тяжело находиться там в таких условиях, они это переносят непросто. Еще один вопрос, кстати, вот часто, который мы слышим вот из окружения своих друзей и прочих. То есть вот люди, которые в пожилом возрасте, которые находятся в факторе риска, у которых хронические болезни.
Но бывает, человеку стало плохо по сердечно-сосудистой или какой-то другой болезни. И он боится обращаться в скорую, хотя у него нет никаких симптомов. И, кстати, так на слуху какие-то случаи, по-моему, были, что вот... Или сейчас по инструкции предполагается, что если человеку пожилому плохо, то это, скорее всего, он отягощен коронавирусом, может быть. Но страх есть. Это вот, Что имеется в виду? Если у него высокая температура или у него какие-то другие жалобы? Не, ну бывает вот... обратиться. Ну, мне просто рассказывали, я не хочу сейчас углубляться в эту историю, что вот человек обратился вообще по сердечно-сосудистой, вот ему стало плохо, его повезли туда. Кстати, не довезли. В Ну, госпиталь? это, да. В То есть у Гудаутский него не было госпиталь ни повезли. температуры, ни симптомов, ну, так говорят родственники. Это, ну, не будем уточнять сейчас, Да, но это ну, такой знаете, частый, наверное, случай. В каждом конкретном случае, безусловно, надо разбираться, естественно. Но службу 03 никто не отменял. И если какие-то, кроме ковида, есть ряд других проблем со здоровьем. Поэтому, если есть необходимость, тем более в экстренной ситуации, необходимо обращаться в 03. И никто не может отказать никому в медицинской Просто помощи. существует какое-то устойчивое такое мнение, что медики боятся вот, пожилых, и вот фактор риска, что они уже, скорее всего, болеют коронавирусом. И, Если у него боли в сердце, и он не жалуется на Температуру, да. признаки острой респираторной инфекции, в чем страх? И вообще у медиков не должно быть страха, насколько я знаю этого. Да. Извини, Гарри, вот я сказал о том, что у нас есть бригады, если брать город Сухум, там все ребята смелые. Есть специализированные бригады, как только объясняется по телефону симптоматика, тут же есть определение, кто туда едет. То есть такого нет, что кто-то испугался и не понял. Может быть, вначале какие-то колебания были, если это было, там, я не знаю, месяц назад, или в начале, это когда у нас стали появляться. Но сейчас это уже люди тренированные, смелые достаточно. понятно. И они Но разбиты больные на бригады. все-таки, у больных есть страх. У больных то, что страх присутствует, у любого человека есть страх присутствует заболеть. Ну, куда деваться? Кто-то должен быть рядом, родственник, близкий, который к этому отнесется ответственно. Если не отнестись ответственно в этот момент, то можно беду получить дальше, уже и Понятно. окружающим его. И Просто потом, в этом плане надо быть я очень вот в внимательным. дополнение к тому, что сказал Беслан Федорович, кстати, вот те первые эпидемические очаги, которые возникли в наших учреждениях, ведь они почему возникли? Наши пациенты приехали, значит, из-за пределов республики и поступили в наши учреждения по экстренным показаниям. Ведь никто не может не оказать медицинскую помощь, я имею в виду нашим докторам, вот, по экстренным показаниям. И потом получилось так, что, вот, к сожалению, в 2 больницах у нас возник очаг. Поэтому врач и вообще медицинские работники, они в первую очередь думают о благе пациента и порой рискуя своим здоровьем. И здесь совершенно четко я хочу это подчеркнуть, и в наших городских учреждениях, республиканских учреждениях, ковидном центре. И хочу, пользуясь случаем, вот, выразить им всем огромную искреннюю благодарность за их самоотверженный труд. Сегодня было уже плюс 38, каждый день количество заболевших увеличивается. Тамаз Мунович, мы идем к пику, Да. и будут ли и необходимо ли предпринимать какие-то вот жесткие меры? Например, некоторые страны уже вводят ограничения, уже объявляют карантин. Нас ждет этот путь? Ну, Анна, вы совершенно правильно сказали. Мы еще до пика не дошли. У нас рост только и продолжается. Эпидситуация отрицательная. Поэтому, конечно, в этом отношении мы ожидаем еще большего количества инфицированных. Поэтому наша задача принять определенные меры ограничительного характера, чтобы минимизировать контакты между людьми, чтобы не было массовых таких мероприятий, где, особенно в закрытых помещениях, где большая скученность населения. И принимать основные меры, вот, направленные на
диагностику и лечение наших пациентов. Очень дорогостоящее лечение ковидного больного в Российской Федерации это осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования на одного тяжелого ковидного больного порядка 300 тысяч рублей на курс лечения. То есть это дорогостоящие препараты, противовирусные, антибактериальные, симптоматические средства, антикоагулянты и так далее. Все это на сегодняшний день наше государство, наше правительство обеспечивает в рамках Гудаутского республиканского ковидного центра. И вот буквально на днях будет смонтирован компьютерный томограф в этой больнице, который был привезен. Он находится там, на территории больницы. Практически там все необходимое оборудование есть. Единственная наша проблема на сегодняшний день обеспечить бесперебойную подачу кислорода. Вот мы думаем, как это сделать в рамках централизованной подачи. Возможно, это будет кислородная станция, или это будет иное решение, специалисты нам подскажут. Мы это обязательно сделаем. Премьер-министр дал нам соответствующие поручения, в кратчайшие сроки предоставить соответствующие предложения. Вот, потому что проблема с ковидом и проблема с другими тяжелыми инфекционными заболеваниями, в том числе сезонным гриппом, атипичной пневмонией или другими заболеваниями, она только начинается. И мы, безусловно, должны быть готовы вот к этим вызовам. С российской стороной вы несколько раз встречались, обсуждали вопросы. Если будут тяжелые больные наши граждане, примут ли их в российских больницах? И вообще было ли такое? Вывозили наших больных коронавирусом? У нас есть соответствующая договоренность. Есть приказ по Краснодарскому краю, который был издан в соответствии с этими договоренностями по маршрутизации наших пациентов тяжело больных в клинике Российской Федерации, но прежде всего имеется в виду Дагомысская, Сочинская инфекционная больница, где по указанию министра здравоохранения Российской Федерации был открыт дополнительный корпус для того, чтобы обеспечивать лечением не только туристов и отдыхающих, но и в том числе наших граждан, которые в этом будут нуждаться. И мы уже несколько пациентов туда отправили на лечение, тяжело больных. Кроме того, в рамках нашей договоренности к нам уже 2-я бригада врачей прибыла. Вы знаете, на сегодняшний день у нас 6 врачей, из них 4 реаниматолога из Российской Федерации. На днях мы ожидаем еще одну группу, и это будет осуществляться в порядке ротации. Во всяком случае, до конца проведения курортного сезона. Но мы договорились о том, что наши российские коллеги будут нам содействовать в дальнейшем именно в обеспечении работы в ковидном центре. Мы уже больше часа в эфире, и есть еще вопросы. Хочу, чтобы мы все-таки сказали о шведском опыте. Швеция – это единственная страна Евросоюза, которая не ввела карантин, хотя и запретила въезды иностранцев, отменила массовые мероприятия, работают рестораны, кафе, серьезных ограничений не ввела. Нам подходит этот шведский опыт? Да и Беларусь тоже там. Они говорят о коллективном иммунитете. Там показатели, по-моему, это не сильно нам поможет, разнятся. Мурманович, вы как-то подозрительно улыбаетесь. Был такой опыт, и те, которые принимали Что вы скажете меры. о шведском опыте? Я попробую прокомментировать. Александр Может быть, Федорович. потом еще кто-то. Надеюсь, вы не приедете. Дело в том, что Швеция может себе позволить закрыть границы. У них есть внутренний потенциал, производственный в том числе. Я думаю, это самое главное, да. То есть мы закрыть все границы и исключить себя от внешних поставок, учитывая, что наша экономика зависит в основном от внешних поставок. Сейчас не буду углубляться в цифры, все их вы много раз слышали, в разное время, не буду, как говорится, комментировать, да. Поэтому нам тяжело, будет очень тяжело. Мы были какое-то время, но все равно у нас граница не была закрыта. Товары, продукты питания ездили через границу.
Ведь и в этот момент могла перебраться болезнь, правильно? Шведский опыт, он немножко другой. И они могут, я не знаю, наверное, долгое время находиться в изоляции и поддерживать коллективный иммунитет. У нас тоже можно назвать также территориальным, скажем, образованием, где был у нас коллективный иммунитет до того, пока не появился первый ковид-больной. Верно? Да, но мы так долго не смогли, потому что нам нужно было там подкрепить нашу экономику, те же туристы, в конце концов, передвижение там через границу. Ну, вы, наверное, наблюдали, да, возмущение. Как раз таки наших они Как раз наоборот не закрыли они не границы. приняли таких вот серьезных мер. У них Да. там Нет, очень... вы когда перечисляли меры, я просто так понял, что Нет, там- ограничительные меры на Для границе были. иностранных граждан. Нет, там у них и медицина, конечно, на таком уровне, который... Ну, я скорее как раз всего, последнее, вылечит. что хотел Да, сказать о но- медицине. Кто что себе может позволить, да, Да. как страна, И подушка как ресурс, безопасности, как да, понятно. в разном, да, медицина, И производство и самые так далее. передовые медицины в Европе Да. тоже рухнули под натиском коронавируса. Начнем с Италии. Италия одна из лучших медицин в Европе. Что там произошло, мы все, как говорится, видели и знаем. Поэтому здесь очень важно серьезно подойти и ответственно. Ответственная Да. дисциплина, конечно. Не, коротко, что хотелось бы. Вот, то есть я Общеобразовательным сейчас... школам в Швеции они провели такой эксперимент. Они, значит, на базе одной общеобразовательной школы разделили школу на две части. Начальное звено они оставили дома, а старшее звено обучалось. То есть там показало, что заболевших, что в школе, и что дети, которые были дома, оказалось одинаковым. То есть они даже посчитали, что это было неэффективно. Не, вот вопрос о Швеции и Беларуси вот заключается вот основное, наверное, в том, что показатели по больным у них и в странах, где принимались серьезные ограничительные меры, в принципе, не сильно разнятся. Вот почему, интересно, вот это? Можно я у доктора спрошу? 6 человек. Это что, это так страшно? Это ничего в этом страшного нету. Но в этом и- опять-таки заслуга наших медиков. Ну, я И согласна нашей с этим. системы здравоохранения, хотя От ее других все болезней ругают, не умирают, что да, ли? хотя ее все ругают, но тем не менее мы смогли создать все необходимые условия для того, при всех минусах, при всех сложностях, трудностях там и так далее, создать необходимые условия. Между прочим, в 2015 году в республике была эпидемия вот этой атипичной пневмонии. Да. И тогда у нас скончалось более 30 человек от осложнений, прежде всего, двусторонней, как говорят, субтотальной пневмонии, тромбоэмболических осложнений там и так далее. Но это статистика. В этом году, к сожалению, вот такая ситуация. 6 человек, да, но из них 2 умерли не от коронавируса, собственно, они были инфицированы, но, к великому сожалению, ушли из жизни в результате обширного инфаркта миокарда. То есть здесь, конечно, необходимо продолжать работу, мы расслабляться здесь не можем, потому что количество больных мы не знаем. Вот каждый день у нас количество инфицированных растет, а какая-то категория населения, какие у них будут последствия там, через 5 дней, когда клиника будет нарастать, будут они больны с пневмонией или еще какие-то другие осложнения. Поэтому комплекс профилактических мероприятий обязательно должен быть. И хорошее оснащение наших учреждений, прежде всего ковидного центра, собственно говоря, чем мы и занимаемся по сей день. Постоянно пополняем запасы медикаментов, расходных материалов. Нам международные организации помогают, кстати, хочу подчеркнуть, и Всемирную организацию здравоохранения, и ПРООН, Международный комитет Красного Креста. Вот они буквально 2 недели тому назад осуществили очень серьезную поставку гуманитарной помощи. И правительство непрерывно закупает медикаменты и расходники для лечения прежде всего вот тяжелых больных и средне-тяжелых, которые находятся в ковидном центре. Вот доктор там находилась в красной зоне и прекрасно об этом знает. Тамаз Муш, а республиканская больница
несет двойную нагрузку в связи с тем, что городская больница сейчас закрыта на карантин. Планируется открытие городской больницы? Да. Но там все необходимые мероприятия проведены в городской больнице. И, к сожалению, великому, наши коллеги также перенесли это заболевание. Причем там и доктора, и средний персонал, ну и другие проблемы там возникли. И вот совместно с Бесланом Федоровичем мы обсуждали этот вопрос. На сегодняшний день там осуществляется забор биоматериала на ПЦР-диагностику и рентгенологическое исследование. Параллельно идет ремонт блока в инфекционной больнице для того, чтобы осуществлять там дифференциальные наблюдения температурящих больных, в том числе и ковидных больных, и забор биоматериала. Я думаю, что на следующей неделе вопрос открытия городской клинической больницы, наверное, будет решен, но мэр скажет об этом. Уважаемая Анна, мы действительно приступили, уже вернее завершается стадия ремонта в инфекционной больнице. Туда перемещается вся группа, которая сейчас производит забор крови там, ну и так далее, проводит всю ПЦР-диагностику в городской больнице. На самом деле только это сейчас мешает открыть городскую больницу. Завершается ремонт там, куда они переезжают, и там будет осуществляться силами уже инфекционной больницы. Все врачи ждут открытия. На следующей неделе мы ее откроем. Мы уже больше часа в эфире, и пора завершать наш прямой эфир. Не переключайтесь, через несколько секунд мы подведем итоги сегодняшнего обсуждения. Перед нашим государством и народом стоит нелегкая задача выстоять с минимальными потерями и экономическими издержками перед новым вызовом – пандемии коронавируса. И на каждом из нас лежит огромная ответственность. Абхазы всегда умели объединяться перед опасностью. Сейчас такое время, когда нужно, не упрекая друг друга, а поддерживая, следовать всем рекомендуемым мерам безопасности. Мы должны дождаться того дня, когда эта инфекция будет побеждена. Берегите себя и своих близких. До свидания. До свидания.